участок земли на окраине Яндари в селе знает почти каждый второй. Местные жители бросают здесь мусор уже больше 10 лет. Причем со временем несанкционированная свалка лишь увеличивается в размерах. О том, что сюда периодически привозят бытовые отходы, Мухаммад Хамхоев знает давно. Однако бороться за чистоту окружающей среды он начал совсем недавно. Грузовик легковой машины докол ус хабахки акус ус. Объясню, халлар примерно халда это хижлат шоучи. Хаткашла легковой машины хейлёл. Несколько месяцев назад Мухаммад Хамхоев отметил ее на интерактивной карте свалок, после чего к решению экологической проблемы подключились и активисты ОНФ. Тогда по настоянию неравнодушных мусор убрали спецтехникой, однако чуть позже бытовые отходы вновь начали накапливаться на том же месте. Местные власти, уверены активисты ОНФ, возложенную на них задачу выполнили не в полной мере. Мы видим, что нет плаката, предупреждающего о том, что сюда мусор свозить нельзя. Нет препятствий, которые могли бы каким-то людям сюда приносить мусор. И отсутствуют контейнеры для сбора этого мусора, чтобы можно было отсюда уже вывозить на так называемый полигон. Вот этого не организовано. Да, она была как бы формально ликвидирована, но впоследствии эта свалка вновь появилась на прежнем месте. Нет мусорных баков и на центральных улицах сельского поселения, что в свою очередь вынуждает местных жителей вывозить мусор в места его несанкционированного скопления. На вопрос, почему в Яндаре нет специальных контейнеров и когда они будут, местные власти дают неоднозначный ответ. Администрации, то совещание, глава администрации, депутатский корпус, я имею в виду, проинформировать, бакыш хамаш кудёлжиан. Но по сегодняшний день бакыш хакачаяц, но хакача установить дячул тяга. Я проблема, 100% тиюали, но процентов 50, 60, 70, даял, атахуд модариш, даяген хетсун. Пакеты, стеклянные и пластмассовые бутылки, канистры из-под бензина, старые шины и даже куриные потрошки. Совсем недавно сюда привезли и распиленные деревья, которые позже просто сожгли. Если учесть, что в нескольких метрах от стихийной свалки находится пшеничное поле, можно предположить, что огонь при сильном ветре мог бы перекинуться туда. И вот тогда серьезного ущерба было бы не избежать. Именно поэтому, уверен активист ОНФ, к ликвидации свалки необходимо привлекать и органы правопорядка. Хотя бы месяц, два, три, чтобы здесь обратили внимание, что полицейские, там, я не знаю, у нас же есть патрульно-постовая служба, наряд, чтобы выставили здесь хотя бы на определенный промежуток времени, чтобы люди знали, что там есть охрана и что там нельзя выкидывать мусор. А пока местные власти пытаются приостановить загрязнение окружающей среды, чей-то скот пасется около мусорной свалки. В списке возможных последствий теперь и болезнь домашних животных. Когда, наконец, ответственные лица всерьез займутся экологической проблемой, а жители перестанут бросать мусор где попало, вопрос пока что без ответа. Мадина Пугоева, Адам Долгеев, Новости 24.